киностудии «Туркменфильм» имени Алты Карлеева. «Раскаяние». Сценарий и постановка Халмамеда Какабаева. Главный оператор Батыр Атаев. Главный художник Бяшим Караджаев. Композитор Игорь Пинхасов, звукооператор Юсуп Ягмуров. Редактор Фрида Таирова. Директор Байрам Атаев. В главных ролях Ягмур Чары Ишан Кулеев. Мать Ягмура Айсултан Бердыева. Мурат Салих Байрамов. Вепа Нуры Худайкулиев, Арслан Керим Аннанов. В фильме снимались Нияз Бердыева, Кутлы-Мурадов, Ораев, Аббасова, Арыков и другие. Маленький, давай попьем молочка. Ты чего не даешь? Это же твой детеныш. Ладно, мы терпеливые. Так и быть, сегодня из бутылочки. Ну, славненький, ну попробуй. Вот и все, хватит. Иди топай. Мой маленький, мой славненький. А какой голосок у нас? Кричи. Кричи на здоровье. Я скоро вернусь, еще покормлю тебя. Ну, поехали. Будем здоровы. Агаджан, захвати головку лука. Вот этот зажарился, давай снимай. Потерпи, видишь, не готов еще. Молодец, Уразжан, у тебя всегда есть заначка. Садись рядом.
Черный сундук. Каким был последний час моей матери? О, Аллах, дай тихо умереть, чтобы людям не в тягость. Всевышний знает, что делает. То, что произошло со мной, должно было случиться. У каждого на лбу написана его судьба. Значит, Аллах мне простил. Я дал обет и выполнил его. Ведь сур-ягненок рождается на обычной кошаре раз в 100 лет. И вдруг родился. Это Божья награда. И это кровь. Знак прощения. Без робости готов идти, держать ответ перед Всевышним. Скорей бы конец. Вот и пришел. Я принимаю все твои условия и не боюсь суда. Ты избавитель от всех моих мук. Я в самом деле готов держать ответ перед Богом. Почему улыбаешься? Ты что, мне не веришь? Я правда не боюсь Божьего суда. Ты думаешь, они смеются надо мной? Нет, нет. У этих людей своя жизнь.
Мне очень нравится этот сур-ягненок, честное слово. Попрошу продать мне его. Не продаст, украду. Эй, ты, Яллы, ты ягмурага не трогай. Ты знаешь, сколько лет мучился старик, чтобы родился этот сур-ягненок? Я говорю, ему деньги дам. Ты понял? Зарежу ягненка, шкурку посолю, обработаю как следует и отдам шить самому лучшему мастеру. Шапку надену и пойду на той. Сынок, иди сюда. Скорее спрячься. Эти люди звери. Ну-ну, дальше. Дальше что? Только решили развлечься. Тут как тут муж. Деваться некуда. Она мужику халат на голову, мельницу в руки. Вот это женщина. Ну, а муж? А муж спрашивает, кто такая? Соседка, отвечает жена. Пришла муку молоть. Так бедолага до утра мешок муки смолол, пока жена с мужем спали. Ну, дальше. Через неделю она снова зовет. Мужик злой. Что говорит, мука кончилась? Вот бедолага. Надо бежать. Надо бежать. Уйдем отсюда, сынок. Куда, мама? Не знаю. Не спрашивай ничего. Сынок. Сынок. Их нет дома. Они отдыхают в Карловых Варах. Тогда передайте, когда приедут. Я ведь знаю, не скоро приедут. Можно. Забирайте.
Пусть лучше не родится такой сын. Бедная так и не дождалась единственного сына. Если бы не заметили соседи, так бы и лежала мертвая. Не дай Бог никому. Дядя Ягмур. Дядя Ягмур. Дядя Ягмур приехал. Випа, а ну вернись. Не стой так, зайди во двор. Здравствуйте, Авес ага. Сосед, вашу вину перед родной матерью сельчане пережили очень горько. Теперь вам до последних дней ваших не откупиться за этот поступок. Мы ее похоронили всем аулом. Жаль, что вы не видели. С таким почетом ее проводили в последний путь. 3-й и 7-й день провели как нельзя лучше. Я бы вас не простила. Как вы могли? Сказал бы, что мы были на курорте. Откуда мы знали, что она возьмет и умрет? Стоял там, как воды в рот набрал. Подумаешь, соседи. Кто они такие, чтобы судить нас? Ну что теперь сидишь тут? Поехали. Хоть 7 лет будешь сидеть, мать не вернешь. Ну и сиди. А я не останусь в этой развалюхе ни на минуту. Поехали. А хозяин? Поехали, тебе говорят.
Здорово, Марик. Здравствуйте. Здравствуй. Гельнеджи танымадың mı? Гельнеджи, вы не узнали меня? Я Ягмур. Дядя Орастан. Здорово, Марик. Здравствуйте. Гель, geç. Проходи, садись. Geldin mi? Приехал таки.
Бабушка вам оставила с поминок 7-го дня. Сказала, чтобы вы покушали и прочли молитву, если знаете. Спокойной ночи. Сынок. Үйде мейхман ба? У меня гости. Какие у вас красивые старики. Кто она? Да соседка пришла за солью. Дорогие гости, я предлагаю тост за Его Величество кино, без которого мы не представляем свою жизнь. Прости. Увидел эту женщину и вспомнил свою маму. Недавно она умерла. Я приехал только на похороны. Не видел ее 2 года. Думал, будет жить вечно. Мама бы простила, как привыкла прощать, а я себя нет. Не задерживайся, дорога длинная. Я сейчас. Мам, я тороплюсь. Ты всегда не вовремя. Мы завтра с женой уезжаем на курорт. Сын Арслан в Москве на сборах. Дочь в пионерском лагере. Дом в твоем распоряжении. Хочешь, оставайся. Нет, сынок, нет. Я так хотел увидеть вас. Вижу, живы-здоровы. Поеду домой. Береги себя, сынок. Ну ладно, мама, гости ждут. Неудобно.
Кто-то дома? Да нет, свекровь. А что, она у вас живет? Скучно ей там в своем ауле, так она сюда. И что, здесь плохо? На всем готовом. Лежи себе без забот. Бабушке плохо. Лекарство есть у кого-нибудь? Сердце, кажется. Остановите машину. Это же наша Гульнур-Эдже. Я ее не заметила. Есть у меня лекарство. Она же говорила, поедет к сыну, ляжет в больницу. На, под язык. А Гульнур-Эдже? Три дня, 3 ночи. Сынок, мы заблудились. Оставь меня, оставь. Taslemin, düşür beni öğretti, düşür. Ты так устал, мне жалко тебя. Оставь меня. Оставь. Рядом никого не было. Тут должны быть кости наших предков. Я сама найду их и останусь умирать. Оставь меня. Оставь. Нет, мама, нет. Я тебя не оставлю. Слышишь? Нет, не оставлю. Ягмурага, соли нет? Наступает день, который вынесет приговор всем моим дням. На этот раз ты уже за мной, правда? Только не молчи ради Аллаха. Ты ведь ближе к нему. И ты знаешь, простил он меня или нет. Ты не готов предстать перед Всевышним.
Ягмурага, что с вами? Даже лампу не зажгли. А, Мурат, это ты? Как съездил? Все живы-здоровы в ауле? Да. Ягмурага, ты куда спрятал нашу овцу с чудо-ягненком? В землянке их нет. Как нет? Я ведь недавно оттуда. Как нет? У вас кровь на пальцах. Поранились? Ничего, сынок. Я ударился о дверной косяк. Ой, вся шея в крови. Ну как же вы так? Моя бабушка, чтобы кровь остановить, всегда заварку клала на рану. Давайте ему Ягмурага. Потом, сынок, потом. Ты сейчас беги и ищи их. Овца не может далеко уйти. Ладно. Muchas gracias. Людмила, переведите, пожалуйста. За тост хозяина прошу всех выпить до дна. Esta copa hay que tomarla hasta el fondo. Da dna. Da dna. Salud. Da dna. Muy bien. Atención, quiero ofrecer un brindis Хочу поднять en honor del тост. presidente de la Sociedad de la Amistad de la República Socialista Soviética de Turkmenistán, В честь председателя Общества дружбы народов Туркменской Спасибо. ССР. por el gran amigo Yagmur, Большого por su друга salud. господина Da Егора. dna. За ваше Da здоровье. dna. Ого. Овес ага, здравствуйте. Рад вас видеть. Когда приехали? Все ли здоровы в нашем ауле? Быть в Ашхабаде, не зайти ко мне? Завтра жду. Не придете, обижусь. Ягмур, вместо того, чтобы меня в гости звать, лучше съездил бы в аул. Старухе матери нечем печку топить. Ей бы машину верблюжьей колючки. Ягмур Асенович, вас зовут. Я пойду, гости ждут, неудобно. Вставай, шагай быстрее. Вставай, тебе говорят. Мама, мама, отпусти горло. Дай дышать, мама. Мама, отпусти. Отпусти горло. О Всевышний, почему ты не забираешь меня? Ну, кто сегодня спустится в колодец первым? Нет, смело? Вы что, не слышите? У вас совесть есть? Ну, молодец, Мурат. Опять ты один за всех. С виду вроде тихоня. Полезешь, если твоя мать из-за фермы. Прекратишь трепаться,
Или нет? Выключите это радио. Ты почему вчера не пришел? Прости, не мог. Подожди, неудобно. Вдруг кто войдет. Жерен, что случилось? Откуда мы знаем? Мама, как ты могла? Эйза Фермен, ты чего 3 дня подряд посылаешь парня под землю одного? Он же надорвется. Если за него некому заступиться, то на нем можно ездить. Ладно, ладно, заступник нашелся. Не нравится, когда правду говорят? Мы же все из одного аула. Почему никого не волнует, что Мурат, бросив школу, вот уже 2 года живет здесь, у старика, а не дома? Кто-нибудь подумал о нем? Никто меня и на педсовете не поддержал, когда я тревогу бил. Ведь родная мать предала его. Эй, парни, замените его. А то в самом деле. Стреляй. Мурат, стреляй. Ягмурага, остановитесь, что вы делаете? Совсем плохо, да? Сейчас разожгу огонь и помогу переодеться. Туркмен-Челик – это гордость туркмен. Вы забыли, что это такое? Где мужчины, для которых честь и достоинство были превыше всего? Найдите их и покажите мне. 25-летний красавец-мужчина туркмен торгует на базаре бабьими лифчиками. Нет гордости, нет туркмен-Челика. Его земля проглотила. Ты тут прав. Мужчина настоящий не склонит головы перед временем. Эпохи Сталина, Брежнева. Все сваливаем на время и потихоньку превращаемся в трусов, лгунов, воров. Лишь бы быть у власти. Есть такие. Ради этого готовы переступить через отца и мать. Это наша чабанская философия. Кому она нужна?
Кто нас слышит? В мире не существует правды. У каждого своя правда. И от того, что моя душа не принимает мир таким, он не перевернется. О Всевышний, я провел мой бесславный век, как в потемках. Я устал от такой жизни. Забери меня. Я хочу заснуть и больше не встать. Только бы уснуть. Отец, ты все делаешь не то. Так нельзя жить. Ошибки, о которых ты говоришь, их надо забыть и все. Без конца думать о своем прошлом и испытывать только сожаление до угрызения совести. Разлад с самим собой – худший из зол. Твои моральные ценности устарели. Вспомни слова Бальзака, которого ты любил цитировать. Есть две истории. Одна социальная, лживая от начала до конца, где поступки совершаются из благородных побуждений. А другая тайная, единственно подлинная, где цель оправдывает средства. Вот что говорит твой Бальзак. Итак, добейтесь успеха, и вы будете оправданы. Имейте привлекательную наружность. Скрывайте изнанку вашей жизни. Ты не до конца прочел книгу. Эти слова принадлежат бандиту. А тот, кто принял эти советы, повесился в тюремной камере. «О, мой пятилетний труд!» — воскликнул Махтум Кули, когда Сель унес его рукопись.
Эпаджан, это что, твой 5-летний труд? Или у вас такие учителя? Не знаю, что сделали со мной учителя, но коллеги говорят, что у меня талант. Скоро персональная выставка. Вот приехал пригласить. Ягмурага, вы мудрый человек. Но нельзя же всю жизнь казнить себя. Все, что произошло 20 лет тому назад, все простили вас. А вот вы ни разу после этого не были в родном ауле. Сын приезжал за вами. Отказались переехать к нему в Ашхабад. Поймите, у них есть друзья, знакомые, ведь они тоже спрашивают. Ну что должен ответить Арслан? Отец, мол, в свои 70 лет трудится в горах Капитдага. Постой, постой. Для суда над самим собой у меня мои собственные законы. Моя совесть мне и закон, и судья. У меня своя мера. Говорят, что раскаяние следует по пятам за пороком. Никто не сможет представить себе мое раскаяние. Мой поступок подобен язве, которая на теле оставляет рубец. Он постоянно кровоточит, не дает покоя. Горечь раскаяния тяжелее всего. Потому что она точит изнутри. Искать одобрение за мое раскаяние окружающих. Арслан ко мне прилетел аж на вертолете. Испугал моих овец. Хорошо, что никто не видел, а то стыд и срам. Что, не мог он ко мне приехать нормальным путем? Или хотел показать отцу, что он большой начальник? Ягмурага, я долго думал, прежде чем начать этот трудный разговор. Я понимаю, вы сами себя простить не можете, но вы дороги своим близким. Давайте поедем к ним, побудете некоторое время. Может, встреча с ними изменит? Ладно. Ладно. Ехать так ехать. Заодно увижу, как тебя хвалят твои друзья. Они хвалят тебя искренне или спешат выпить на твоем банкете?
Юнус, иди открой дверь. Смотри, смотри, что сейчас будет. Сейчас придет Брюс и им покажет. Смотри, смотри, Давран. Что тебе нужно? Господин Сузуки. Jungs, bitte sitzen. Сделай тише, Юнус. Kim? Кто там? Дед твой. Дедушка. Atan diye araya açayım mı? Дед говорит, открывать? Açma. Не открывай. Ay tata kim? Какой дед? Вы откуда? Ну, дедушка твой, дедушка. Я приехал из Таджена. Alo aleyk. Здравствуйте. Здравствуй. Geçin. Проходите. Окружите его. Давранджан, а где отец, где мама? Это праздник. Дед, завтра же праздник. Gecem kalkamın işinde. И мама на папиной работе, там вечер. Там танцы. Они долго будут танцевать. Дед, чай пить будешь? Да неплохо было бы. Мурат Атаевич, Мурат Атаевич, с праздником вас. Папа, дядя Вадим зовет, шашлык собирается делать. Иду, сынок, иду. К 11 жду, Мурат Атаевич. Нет, нет, без вас праздник не в праздник. Возьмите жену и детей. Ладно, ладно. Гелиджан, через полчаса шашлык будет готов. Торопись. Мурат Атаевич будет. Ладно. Ладно, жду. Папа, я сейчас. Через 10 минут, хозяин. Дети, поехали за дедушкой. Ура, едем к дедушке. Давран, открой ворота, сынок. Гелиджан приехал. С праздником. Спасибо тебе также. Здравствуйте. С праздником. Взаимно, Мурат Атаевич. Рад вас видеть. Проходите, проходите. Я сейчас за нашим дедушкой. Будьте как дома. Дед, что скучаешь? Иди к нам.
Наред Салихович, знакомьтесь, мой отец. Шашлычник, мясо не жесткое, а то в прошлый раз чуть зубы не сломал. Молодец, шучу. Наред Салихович, здравствуйте. Молодеете с каждым днем. Это вы, молодежь, не даете нам стареть. Ну а как дела в Харькове? Как нельзя лучше. Ну, молодец. Люблю предприимчивых. Мы как на Эйфелевой башне. Весь Ашхабад как на ладони. Гости дорогие, угощайтесь. Наред Салихович, как всегда, слово за вами. Арсланджан, дела твои идут, слава богу, в гору. Вот отец приехал. Давайте выпьем за здоровье отца, который вырастил такого сына. Давайте, давайте за здоровье отца. За здоровье шашлычника надо выпить. Какой шашлык, а? Только подумал, сегодня Ягмурага объявится, и точно. Телепатия все-таки она есть. Ну как там у Арслана? Встретили, обрадовались. Правда? Правда, правда. Випа, эти работы, они у тебя какие-то другие. Это не мои, Ягмурага. Они моего друга Шагильды. Его уже нет, к сожалению. Сердце. Пусть земля ему будет пухом. Когда он был жив, я не очень понимал эти картины. А теперь не могу оторваться от них. Шагильды их не показывал никому, считал незаконченными. Проходите, садитесь. Я хочу показать вам еще кое-что. Вот посмотрите. Невестка сидит у окна, отвернувшись от нас. В луче света портреты Махтумкули и Пушкина. А рядом с невесткой свободное место еще для одного человека. Странно. Поэты как бы ждут ее улыбки. Шагильды долго думал, искал того, кто должен быть здесь, и не нашел. Место так и осталось свободным. Три дня, как Мурат ушел на поиски ягненка. Где он? Что с ним? Да вот оно, мое чудо. Поднимись и протяни руку. Вставай. Вставай, пока дышишь. Вставай. Ну иди ко мне, мой хороший. В такую погоду
Мурат пошел пешком. Ведь 2 верблюда в стойле. Юлбарс, ты останься. Охраняй стадо. 사방을 친 뛰는 외팡을 친 ülhimetmen arman kalbımın hanesin han sultanısın adına bin kurban. Якщо, Мурат, сынок, осторожно, а то уронишь. Ну, ты молодец. Muratcan, hani А getiriver. ну, Мураджан, и дай мне его подержать. Этот Божий дар. Ay, tuğleme. 25 лет труда Ягмурага. Gurut, venne. Не надо его теребить. Мать не возьмет. Наконец-то улыбнулся Ягмурага. Поздравляю. Спасибо, спасибо. Мураджан, дай и мне подержать это чудо. Обходи с другой стороны. Не упусти. Держи крепче. Подождите. Я этим раскаленным железом заставлю его самого залезть в кузов. Это же верблюд с кошары соседа. Если меня обнаружат, пристрелят. Что делать? Лежать и наблюдать, как на глазах крадут чужое добро? Никого не видно. Надо найти, кто стрелял. Если он увидел номерной знак, я пропал. Я же говорил, давайте снимем. Давай скорей, приехали. Пока не найдем его, я никуда не поеду. Поедешь. Чего дрожишь? Тот, кто стрелял, считай, уже мертв. Займись машиной, пугало.
Gece uğrayan Кто кричит, мама? Тише, сынок, тише. Беда. Gidelim. Бежим отсюда. О, вместо ожидаемых волков мы имеем ягненка и овцов в придачу. Сары, смотри. Это же сур-ягненок, которого искал подпасок Ягмора. Сары, обойди сзади. Вот удача так удача. Шашлычок и шапка чудесная. Сами своими ногами. Вот судьба. Это же мой старый аул. Что ты со мной делаешь? Ой, мы пропали. Мы пропали. Волки за нами пришли. Спрячься, сынок, спрячься. Где же собаки? Какая крепкая веревка. Где волки, мама? Я тоже хочу их видеть. Идем, сынок, скорее.
Мама, мама. Сары, стреляй, стреляй. Обходи сзади. Куда делись собаки? Видишь, и ты пригодился, Саксаул. Есть поверье, чтобы найти свою потерю, надо зажечь огонь в пещере и войти в священную воду озера. И дай Бог Мураджан отыщется. Наконец-то я дотащил тебя, такого же старого, как и я сам. Небось, радуешься, что нашелся человек, который выкопал и будет сжечь тебя. Ты ждал, да? Долго ждал, чтобы сожгли. Счастливый. Ты счастливый. Ну, гори, гори. На радость мне и себе. О, чудеса. Это же мой ягненок.
Сынок. Сынок. Якшемурат. 이 지금 다 벌레. 다 벌레. Нашлись. 다 벌레. Нашлись. 이 지금 다 Нашел 벌레. беглецов.